Меня зовут Ная, я студентка физмата и часть инициативной группы Харах Пицунда. Я люблю книги, люблю музыку, искусство, люблю культуру и историю. Стараюсь участвовать в культурной жизни своего города и мечтаю сделать мир хоть немного лучше. Когда я была ребенком, и мы отмечали День признания независимости Абхазии, моя мама, Анна Бидова, очень решительная, прямолинейная и очень патриотичная женщина, написала на зеркале в порыве эмоций «Абхазия независимая». За все эти годы никто из нас так и не стер эту надпись, просто потому что у нас не поднимается рука это сделать. Весь прошлый год она ездила по району Абхазии и собирала информацию о людях, пропавших без вести во время войны. Она разговаривала с близкими, она слушала их воспоминания. Каждый день она приходила домой молчаливая, и расстроенная, и уставшая, но работу так и не оставила, потому что для нее намного важнее было сохранить эту память и не дать ей угаснуть. Когда мне было 10 лет, в Сухуми горело здание почты. Была поздняя ночь, и я проснулась от того, что мой дедушка Анзор Гумала бегал по квартире, собирался. Он вылетел из дома буквально за 5 минут, при том, что он ничего не мог сделать. Он не пожарный, он не работник МЧС, он просто человек, который посвятил всю свою жизнь сохранению историко-культурного наследия Абхазии. И он не мог позволить себе стоять в стороне, пока это наследие горит. Несмотря ни на что, несмотря на его беспомощность, сидеть дома в этот момент для него было абсолютно недопустимым. Моя бабушка, Тайгер Ибналани, прошла всю страну от начала до конца, север-юг, запад-восток. Она ездила по абхазским деревням и собирала информацию о лекарственных растениях, которые используются в народной медицине. Когда она просила людей, которые не всегда готовы были делиться с ней этой информацией, рассказать ей об этих растениях, она говорила, что она делает это не для себя, она делает это не для выгоды, она не собирается делать с этой информацией ничего, кроме того, чтобы использовать ее для того, чтобы сохранить то, что важно для этих людей. И всю свою жизнь она занималась именно этим. Будь то каштановые леса, Самшит, Аутхарский заповедник или наследие близких для нее людей, она всегда старалась сберечь то, что считала ценным, не дать этому исчезнуть. Вся моя семья, будь то мои родители, моя мать, мой отец или родители их родителей, всегда жили ради одного. Они задавали только один вектор – защищать то, что они считают важным, сохранять это, отстаивать это. Прямо сейчас мы можем потерять то, что считаю важным я, что считает важным моя мать, что считает важным моя бабушка и что считал важным мой дедушка. Мы можем потерять огромную территорию в части Пицунда Мастерского заповедника. Мы можем потерять сосновую рощу, ради которой работала моя бабушка. Мы можем потерять историко-культурное наследие, которому посвятил жизнь мой дедушка. Или независимость, ради которых моя мама была готова на все. Прямо сейчас поздняя ночь. И я не могу позволить себе стоять в стороне. Потому что если в стороне будут стоять все, то вещи, которые я считаю важными, исчезнут, угаснут и сгорят. Поэтому я не могу молчать, и я прошу вас не молчать тоже. Я против ратификации соглашения.